По итогам 2004 года на Нюрнбергской ГРЭС, как всегда, назвали лучших сотрудников. Впрочем, они заслуживают не только места на доске почета, но и отдельного рассказа в нашей программе. Трудовой путь Ольги Александровны Худицкой простым не назовешь. Она начинала кладовщиком котельного цеха, была стрелком военизированной охраны, затем инженером планово-экономического отдела районных тепловых сетей, экономистом по труду. С 2003 года и по сегодняшний день Ольга Александровна – ведущий экономист планово-экономического отдела. Хотя при всем этом она признается, что в энергетику попала совершенно случайно. Родилась я в Иркутске, то есть коренная сибирячка. Закончила школу, поступила в авиационный техникум и по окончании его уехала к родителям за Полярный круг, поселок Кулар. Отработав там около 3 лет, мы переехали на юг Якутии, так как здесь разворачивалась большая стройка, строительство Нюрнбергской ГРЭС, обогатительной фабрики, да и самого города вместе с промышленным комплексом. Приехали, жили здесь в общежитии, потом нам дали квартиру, устроили случайно на работу на Нюрнбергскую ГРЭС. Поэтому в энергетику попала буквально случайно. Работала в котельном цехе кладовщиком-табельщиком. И тут же поняла, что надо продолжать образование. Поступила в 1984 году в Иркутский политехнический институт на энергетический факультет по специальности электроснабжения промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства. Училась с нашими же работниками, которые до сих пор работают на Нюрнбергской ГРЭС. Это Старцев Алексей Анатольевич и еще многие другие. В 1986 году меня пригласили в планово-экономический отдел работать инженером по соревнованию. В дальнейшем я перешла на какое-то время в район тепловых сетей, к Самойлову Владимиру. Отработала у него нормировщиком и с 1994 года попала опять в планово-экономический отдел. Игорь Юрьевич Гончаров – личность на самом деле легендарная. На Нюрнбергской ГРЭС он трудится с 1984 года. Начинал старшим мастером ЦЦР, был заместителем начальника, а потом и начальником котлотурбинного цеха. Вот уже 6 лет Игорь Юрьевич занимает поистине ответственную должность – заместитель главного инженера по ремонту. Но помимо производственной нагрузки он очень активно занимается спортом и даже достиг хороших результатов в стендовой стрельбе и бильярде. Но 22 ноября коллеги по работе поздравили Игоря Юрьевича с юбилеем. Ему исполнилось 50 лет, из них 20 посвящено энергетике Южной Якутии. Но вот что интересно, в 17 лет уральский парень Игорь Гончаров мечтал быть офицером. В 1971 году, после окончания школы, стал вопрос о выборе дальнейшей профессии. Как и все пацаны тех времен, я мечтал поступить в военное училище. Тем более отец у меня прослужил в армии всю жизнь. Но в училище не попал, поскольку по окончании школы мне еще и 17 лет не было. А по положению училище только с 17 лет брали. Выбор института мне тут уже подсказала моя мама. Выбор у нас, в общем-то, был рядом самый престижный институт Урала, это Уральский политехнический институт. Специальность тоже подсказала мама, это на теплоэнергетический факультет. Институт один из старейших на Урале. Кстати, его заканчивал наш первый президент Борис Ельцин. Учеба в институте на нашей специальности была довольно-таки трудная, как и на всех технических специальностях. То есть страна была на подъеме, строились новые заводы, электростанции. Остро стоял вопрос о нехватке кадров технических. И на техническом
техническом вузе учиться было престижно. Это сейчас уже больше юристы, бухгалтеры, менеджеры идут. После окончания института попал по распределению на Салаватскую ТЭЦ. Станции в то время уже было 25 лет. Оборудование уже старое, еще 50-х годов постройки. Но коллектив на станции уже был сложившийся, серьезный. Там, в этом коллективе, я очень многому научился. Отношение к труду, к оборудованию. Но все равно хотелось поработать на новой, мощной, современной электростанции. В то время строилось станций очень много, но выбор пал на Нерингринскую ГРЭС. И в 1984 году приехал сюда, отработал здесь уже больше 20 лет и не жалею о своем выборе.